вечера, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. В рамках выполнения указаний и поручений основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в деле качественной реализации малых и крупных проектов в сфере строительства, реконструкции дорог республиканского и международного значения, активизации работ по благоустройству в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, развития сферы сельского хозяйства и ускорения берегоукрепительных работ. Ранее премьер-министр страны Хой Расулзода в городе Душанбе и в городах и районах Бухтарского региона Хатлонской области ознакомился с ходом строительных работ и реконструкции дорожно-транспортных сооружений, а также ситуацией в сельскохозяйственной отрасли и берегоукрепительными работами. Вначале премьер-министр страны Хой Расулзода посетил эстакаду на площади Абу-Али бен Сино города Душанбе. Эстакада строится в рамках реализации проекта реконструкции автомобильной дороги Душанбе-Турсунзаде, граница Узбекистана, а срок строительных работ определен на 2 года. На втором уровне эстакады будет создана кольцевая дорога, на которой движение транспорта будет регулироваться посредством светофора. На третьем уровне с востока на запад будет располагаться мост длиной 122 метра. Проектом также предусмотрено строительство подземных переходов для пешеходов. Для завершения работ на объекте задействовано 377 рабочих и специалистов, 81 единица специальной дорожно-строительной техники. Затем премьер-министр страны ознакомился с ходом реализации первого этапа проекта по строительству и реконструкции автомагистрали Душанбе-Бохтар. Напомним, что реализация первого этапа проекта по строительству и обновлению автомагистрали намечена на 3 года и должна завершиться до октября 2020 года в соответствии с требованиями международных норм. В рамках осуществления поручений и указаний основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, строительные работы на этой автомагистрали активизировались. В настоящее время здесь заняты 200 специалистов и строителей, которые продолжают работы с использованием 100 единиц отраслевой техники на 35 участках. 90% работников на объекте составляют местные жители. При благоприятных погодных условиях работы осуществляются одновременно на 50 участках. Следует отметить, что первый этап проекта по строительству и реконструкции автомагистрали Душанбе-Бохтар охватывает 33,2 километра. После полного осуществления проекта дорога 3-й категории будет переведена в категорию 1Б. Ширина дороги будет составлять от 16 до 25 метров. Заказчиком проекта является Центр реализации проектов реконструкции дорог Министерства транспорта Республики Таджикистан. Международным консультантом консалтинговая компания «Кокс» Германия, местным консультантом общества с ограниченной ответственностью «Автострада» и подрядчиком корпорации по строительству дорог и мостов Синьцзянь-Бенсин. Премьер-министр также ознакомился с ходом строительных работ второго этапа проекта по строительству и реконструкции автомагистрали Душанбе-Бохтар. Второй этап строительства автомагистрали охватывает 39,6 километров. Согласно проекту, на этом участке будет построен один мост, 46 трубопроводов, участок для перехода скота, 18 остановок и 3 пропускных пункта. Завершением проекта дорога будет соответствовать первой категории дорожного строительства. Завершение строительства намечено на 2021 год. Затем премьер-министр страны Хой Расулзода ознакомился с работами по благоустройству и созиданию в честь празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, а также с осуществлением мер по развитию сельского хозяйства и расширению берегоукрепительных работ в городе Бохтар, районах Хурусон, Кушоньон, Дусти и Джайхун. Следует отметить, что берегоукрепительные работы в районах Бухтарского региона Хатлонской области продолжается с участием населения. Напомним, что угроза затопления в этом регионе достаточно высока. Ежегодно по причине повышения уровня воды в реке населению и объектам наносится ощутимый ущерб. В связи с этим премьер-министр страны потребовал от ответственных лиц принятия своевременных мер с целью привлечения инвестиций и осуществления проектов, так как принятые до сегодняшнего дня меры не могут полностью решить проблему по предотвращению наводнения. Весьма заметны достижения хозяйственников Бухтарского региона Хатлонской области в сфере сельского хозяйства. Их вклад в осуществление одной из основных целей правительства Республики Таджикистан – обеспечение продовольственной безопасности – огромен. Земледелие
земледельцы региона занимаются выращиванием лимонов, клубники, картофеля, капусты и другой продукции первой необходимости для населения в парниках и под пленочным методом. Труженики и земледельцы Хатлонской области для получения высоких урожаев используют передовой опыт и вносят заметный вклад в дело обеспечения потребительского рынка высококачественной сельскохозяйственной продукции. Премьер-министр страны потребовал от ответственных лиц Хатлонской области создать благоприятные условия и возможности для тружеников и земледельцев с целью дальнейшего развития сферы и большего экспорта различной сельскохозяйственной продукции, использовать все возможности во имя эффективного выполнения указаний и поручений лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Ученые многих стран мира доказали связь онкологических заболеваний и мобильных телефонов. Также ученые отмечают, что курение приводит к риску образования тромбов, инфаркта и инсульта. Наиболее негативными последствиями пристрастия к сигаретам являются онкологические заболевания. О вреде курения и мобильных телефонов расскажет Шало Бердиева. Курение является одной из главных причин развития многих летальных заболеваний. При горении сигареты выделяется свыше 4000 опасных химических веществ, которые провоцируют широкий перечень заболеваний. Последствия курения не только ухудшают общее самочувствие, снижают активность и работоспособность, но и наносят вред всем органам и системам в организме. Медицина и современные научные исследования утверждают, что курение при беременности опасно, начиная с первых дней. Об этом говорят все специалисты от гинекологов до педиатров, поскольку отклонения и нарушения касаются различных стадий развития плода. Кроме того, никотиновая зависимость пагубно сказывается и на здоровье самой будущей мамы, так как ее организм и без того испытывает усиленную нагрузку. Мы знаем, что курение на самом деле является очень вредной привычкой, и последние достижения медицины доказывают это, и то, что во всем мире сейчас объявлена война курению, объявлен запрет на курение, говорит само за себя. Курение является одним из основных факторов прогноза при всех онкологических заболеваниях. Согласно исследованиям, люди с определенными видами онкологических заболеваний головного мозга чаще использовали сотовые телефоны в течение 10 лет и более. По словам специалистов, большинство видов рака возникали на той стороне головы, возле которой люди обычно держали свои телефоны. Кроме того, врачи не рекомендуют использовать мобильные телефоны лицам, страдающим заболеваниями неврологического характера, включая неврастению, психопатию и неврозы. И к другим темам. Из-за взрыва в жилом доме на юге Стокгольма погиб как минимум 1 человек. По предварительной информации, взрыв мог произойти в результате срабатывания взрывного устройства. Впрочем, в полиции пока эти данные не подтвердили. Жителей ближайших зданий эвакуировали. На месте происшествия работает полиция. О других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. Число погибших в результате отравления поддельным спиртным на севере Индии достигло 104 человек. Ранее сообщалось о 92 жертвах. По некоторым данным, полиция задержала 215 человек по подозрению в производстве и торговле некачественным спиртным. Кроме того, власти штатов Утар-Прадеш и Утаркханд начали масштабную операцию по поиску незаконно произведенного алкоголя. Полиция уже конфисковала более 10 тысяч литров паленого спиртного. Напомним, жители нескольких соседних деревень штата Утаркханд и штата Утар-Прадеш собрались на поминки в деревне Балапур, где употребляли контрафактный алкоголь. Вскоре после этого многие участники мероприятия почувствовали себя плохо и начали терять сознание. Как выяснилось, в спиртном был обнаружен метанол, которым и отравились люди. Проливные дожди на севере Чили вызвали сильное наводнение. Жертвами стихии стало не менее 9 человек. Президент страны объявил режим чрезвычайной ситуации в одной из провинций страны. По его словам, 75 строений полностью разрушены, 78 сильно повреждены, 820 зданий получили легкие повреждения. На кадрах, снятых с помощью беспилотника, видно, что стихия привела к разрушению дорог, из берегов вышли реки, повреждены здания. Взрыв и последующий после него пожар произошли в одной из пекарен Леона. Пламя распространилось и на верхние этажи здания. В результате случившегося погибли женщина и ее ребенок. Еще 4 получили ранения. Причина взрыва пока выясняется.
Военный вертолет Ми-8 ВВС Эфиопии разбился на границе Судана и Южного Судана. На борту вертолета находилось не менее 23 человек. 3 погибли, 10 госпитализированы. 3 пострадавших находятся в критическом состоянии. Местные власти ведут расследование причин авиакатастрофы. Судан и Южный Судан ведут спор о принадлежности нефтеносного района Абьей с момента провозглашения независимости Южного Судана в 2011 году. Сильный снегопад и буран повредили линии электропередач в штате Вашингтон на северо-западе США, из-за чего свыше 50 тысяч человек остались без электричества. В районе Сиэтла выпало более 20 сантиметров снега. Ветер и снег обрушили множество деревьев, стволы и ветки порвали провода линии электропередач. По причине стихии многие предприятия и компании были вынуждены приостановить работу. На дорогах образовались многокилометровые пробки, были отменены занятия в школах. В ближайшие дни в штате ожидают еще 2 сильных снежных шторма. Детские рисунки – это кладезь важнейшей информации о ребенке, его эмоциях, проблемах и особенностях. Рисунки маленьких художников – это искренние и неподдельные рассказы о жизни детской души, о ее благополучии или неблагополучии, о ее радостях и печалях. На что же нам необходимо обратить внимание для того, чтобы правильно все это прочитать? С тонкостями рисунков детей и не только разбиралась Нигора Раимова. Рисунок для ребенка является не искусством, а речью. Рисование дает возможность выразить то, что в силу возрастных ограничений он не может выразить словами. В процессе рисования отступают запреты. В этот момент ребенок абсолютно свободен. Чаще детские рисунки наглядно демонстрируют сферу интересов самого маленького художника. Один и тот же сюжет в рисунке каждый ребенок изобразит по-своему. Малыш выберет линии, краски и формы, созвучные его настроению, ощущению, видению мира. Изначально любой рисунок зарождается в голове и только потом отображает чувства и мысли своего автора на бумаге. Все дети любят рисовать. И рисуя рисунки, если мы их приглянемся и посмотрим на них внимательно, то мы можем понять их настроение. Они обычно изображают на своих рисунках все, что чувствуют и видят вокруг. Не стоит делать скоропалительных выводов на основании лишь одного рисунка. Если изобразил все черным карандашом, значит у ребенка глубокая депрессия. Чтобы получить объективную картину психологического состояния малыша, нужно сравнить рисунки, которые сделаны в течение 1 месяца. Огромное количество злых, опасных, рогатых, зубастых животных на рисунке маленького автора говорит о внутреннем напряжении. А вот отсутствие животных и людей на рисунках маленьких детей, конечно же, говорит о том, что ему не хватает общения. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.